Добрый день, дорогие друзья. Значит, я вам поясню или расскажу несколько вопросов, которые здесь уже поднимались. Ну и вот только что было заявлено, что у нас нельзя отобрать победу. И я вам покажу и расскажу, как сейчас это дело у нас происходит. Значит, все вы помните, в 2020 году, когда была такая новость, когда был у нас такой Павел Павлович Латушко, и его за границу вывезло польское посольство. То есть они тем самым его дезувуалировали, как своего агента, ну и потом со временем было возбуждено уголовное дело. Но почему-то у нас забывают посмотреть, а какое же наследство нам оставил вот тот самый Павел Павлович Латушко. Он в 2008 году прибыл сюда, был назначен министром культуры, в 2012 его перевели во Францию послом, и на этом все забыли. В 2014 году у нас был открыт музей истории Великой Отечественной войны. Следующий слайд, пожалуйста, ставьте. И вот давайте посмотрим. В 2022 году на площади Победы наш президент Александр Лукашенко сказал: мы, белорусы, братские нам народы, помним и понимаем значение сегодняшнего дня Великой Победы. Не только в своей жизни, но и в судьбе мира. Мы дорожим этой страницей истории, но там даже не помещается. То есть Великая Победа для нас стала корнем нашей идеологии, основой нашего, как говорится, мировоззрения. И, как сказали, это наравне с освоением космоса, это тот фундаментальный камень, на котором сейчас строится наша идеология. Свою виртуальную экскурсию по Музею Отечественной войны я хочу начать с зала Победы. К моему великому удивлению, в зале Победы нету знамени Победы. От слова совсем нету. То есть его, я знаю, что там российские фонды, Российский музей передал одну из копий знамени Победы, но его нету. Далее. В зале Победы нет даты Победы 9 мая 1945 года. Вы там ее не найдете, этой даты. В зале Победы нету надписи, что это День Победы в Великой Отечественной войне. И, соответственно, нету Ордена Победы, тот символ, который всегда сопутствовал нашей Великой Победе. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вот, пожалуйста, вам снимок. Две стелы. Вот стоит флаг Государственной Республики Беларусь, флаг города Минска. Здесь вместо орденов Ордена Победы висят 3 Ордена Славы. И обратите внимание, вот этот экран, который расположен к нижней ориентации. Значит, на этом экране демонстрируется Знамя Победы, но сколько я был, только один раз мне удалось 22 апреля этого года увидеть на нем изображение Знамя Победы. Значит, вопрос стоит в том, что это за зал? Зал Победы или зал памяти и примирения, который отмечают 8 марта. То есть я вам показал, что нет ни одной атрибутики, которая говорит о знамени, о Дне Победы. Теперь давайте рассмотрим, какая атрибутика подтверждает то, что это зал Дня памяти и примирения 8 марта. Следующий слайд, пожалуйста. Май, 8 мая, да. Вот он, пожалуйста, 22 апреля сего года, когда проходил форум, антифашистский форум в музее, здесь на экране высветили Знамя Победы. Значит, все вы помните кадры парада Победы 1945 года, когда наши красноармейцы несли знамена и фашистские штандарты на Красной площади. Они несли древком параллельно земле. То есть параллельно земле размещаются те знамена, либо поверженные знамена, либо в траурном положении. Значит, устав гарнизонно-караульной службы предусматривает 2 статьи, когда склоняются наши знамена. Это при похоронах и во время минуты молчания.
Для нас 9 мая никогда не был траурным праздником, траурным днем. Это был праздник. И никогда мы на День Победы трауром никогда не занимались. И, надеюсь, хочется надеяться, что мы там заниматься не будем. Но следующий слайд, пожалуйста. Теперь посмотрим. На одной стеле и на второй симметрично расположены ангелы. Вот у него труба. Но труба и рот, они не соединяются. То есть трубы молчат. Молчат, когда ангелы воспевали рождение Христа, они трубили трубы. Здесь они молчат, потому что зал рассчитан на минуту молчания, на траур, на день поминовения. То есть два ангела подтверждают то, что это не День Победы 9 мая, а 8 мая. Следующий слайд, пожалуйста. Следующее, что подтверждает о том, что это день памяти и примирения, вот эта запись. Общие людские потери, обратите внимание, в годы Второй мировой войны. Музей называется Великой Отечественной войны. Здесь написано Вторая мировая война. 60 миллионов человек. Общая потеря народа СССР 26 600. То есть, оказывается, мы участвовали во Второй мировой войне, и нас примиряют вместе с нашими врагами, которые убивали наших людей. Вот, да, 60 миллионов, да, погибло. Какое нам дело? Сколько погибло американцев, французов? Пускай они сами свои потери считали. Понимаете? Это музей Великой Отечественной войны. Вот, пожалуйста, еще одно доказательство тому, что это зал не победы, а зал памяти и примирения. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и так, маленький штришок. Вот вы заявляли здесь только что о том, что у нас любят рассказывать историю каждой отдельной личности, туда-сюда, кажется. И вот мы видим, в зале Победы 3 ордена славы. Это ордена рядового сержантского состава, это совсем не командование. И все помните, как лет 15-20 назад была такая вот, пропихивалась с баграми всякими там, ВНФ, фраза: ой, советский народ победил вопреки Сталину и командованию, ай-яй-яй. Вот, пожалуйста, наглядный пример. Вывесили 3 ордена. Я ничего, отправить ордена, это заслуженные ордена, но это подчеркивает то, что здесь игнорируется, в этом зале Победы игнорируется роль высшего командного состава нашей Красной Армии, Иосифа Виссарионовича Сталина, как командующего, всех остальных маршалов, которые одержали победу. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь вопрос. А кто победил в Великой Отечественной войне? Я с детства, я думаю, все вы знаете, видели, вот на площади Победы есть памятник Победы, и мы видим, кто победил в Великой Отечественной войне. Красноармеец, летчик, танкист, партизаны, тыл, который помогал. Победили во имя наших детей, которые тогда маленькие были. Это было четко, ясно и понятно. В музее Великой Отечественной войны на сегодняшний день нету конкретного ответа, кто победил в Великой Отечественной войне. Но зато есть 4 скульптуры, 4 манекена. Советского солдата, там, ну не знаю, француз, американец, англичанин, кто из них какой, я не разбирался. То есть они стоят. Это открытие окон Авертона. То есть мы не сказали, кто победил. Ну, смотрите, вот видите, стоят победители. Какое отношение вот эти вот 3 товарища имеют к Великой Отечественной войне? Если бы это была Вторая мировая, музей Второй мировой войны, я бы сказал бы: молодцы, ребята, хорошая идея. Но это музей Великой Отечественной войны. Теперь дальше. Обратите внимание, вот на этот эпизод фотографии. Вот видите? То есть зал какой. Вот эпизод. Следующий слайд, пожалуйста. Вот я его увеличил. Вот этот эпизод. И обвел кружочком фотографию вот это внизу. Обратите внимание, фотография на уровне колена, а надпись под фотографией ниже уровня колена. Сантиметров 40, может даже 35. Но я не измерял, потому что в силу своих, как говорится, возраста наклоняться и мерить умеешь, тоже как-то некомфортно. О чем я это говорю? Во всем музее мне пришлось найти, то есть удалось найти одну надпись
где написано 9 мая 45 года, День Победы. Одна надпись. Это вот на этой фотографии, вот она увеличена. И вот здесь написано: советские воины празднуют День Победы 9 мая 45 года. При этом вот здесь вот фотография выше указано 8 мая, день подписания безоговорочной капитуляции. И второе, есть в зале упоминание 8 мая, это день окончания Берлинской операции. То есть во всем музее две даты: 8 мая и одна дата, которую мало кто знает и видит, 9 мая. Это то, что касается нашей Великой Победы. И когда вы сказали, что у нас невозможно ее украсть, у нас ее уже украли. Украли в музее Отечественной войны. Понимаете? Нет ее. Если кто-то на коалиции найдете самостоятельно, я похлопаю. Если кто-то найдет вторую упоминание Великой Победы, я еще раз похлопаю, могу бутылку коньяка поставить. Вот. Так, следующий слайд, пожалуйста. Теперь второе, по поводу победы над Японией. Вот я сделал копию медали. 3 сентября 1945 года, День Победы над Японией. О, я победе над Японией, вот гласит вот такой вот листик, где написано: 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкора Миссури министры ТД подписали документы. Все, понимаете? То есть опять пересмотр итогов Великой Отечественной войны. То есть нам рисуют новую историю. Мы, кажется, уже не 3 сентября праздновали, а нам уже подсовывают новую дату. И не нашу, как говорится, День Победы 3 сентября, который утвердил главком Сталин, а то, которое хочется запомнить. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь самое интересное начинаем. По поводу системной фальсификации, подмена Великой Отечественной войны на термин Вторая мировая. Первый зал. Заходим в первый зал, он пустой, там стоит в центре проектор круглой формы, который проецирует на стену там изображение какое-то. И рядышком на входе висит бирочка. Зал «Мир и война» содержит историко-культурную информацию о важности сохранения мира на земле и защиты Отечества. Первый час исторической битвы у стен Брестской крепости в 1941 году стал первым часом Великой Победы в 1945-м, подвигу народа жить в веках. Это первый зал Музея Отечественной войны. Вы здесь видите слово «Великая Отечественная война» в первом зале? Нету. Здесь есть защита Отечества, но это не название Великой Отечественной войны. Далее. Стал первым часом Великой Победы в 1945-м. 45-м. Почему нету? 9 мая. Мы видели, что в зале Победы не проигнорировано 9 мая, проигнорировано и здесь. Когда один раз это случайность, 2 раза совпадение, 3 раза это уже закономерность. То есть целенаправленно вытравливается дата 9 мая с нашей истории. Далее, вообще чудо, понимаете, вот во втором зале заходим, там тоже нету термина «Великая Отечественная война». Но там на полу так называемая есть дорога войны. Стоят даты, и там основные даты, надписи, и указаны основные даты. Есть там дата начала Второй мировой войны, есть дата начала Финской войны. А теперь внимание! 22 июня 1941 года нападение фашистской Германии на Советский Союз. Это гениальное было решение вот тех слуг Павла Павловича Латушки, которые, или там куратору с Польши, из Германии, не знаю, кто-то разрабатывал эту фразу, но вдумайтесь, оказывается, для Советского Союза это была не война. Почему? Потому что весь зал номер 2, он подводит к тому, что Советский Союз был наравне с Германией виновником начала Второй мировой войны. И вот здесь вот мы видим, нападение фашистской Германии. То есть Советский Союз уже якобы был участником войны, а это была какая-то одна из стратегических операций. Это один момент. И второй момент, то, что здесь опять проигнорировано термин «Великая Отечественная война». В третьем зале опять нету термина «Великая Отечественная война». И только в четвертом зале появляется впервые
термин 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Так вопрос, это музей какой? Второй мировой или Великой Отечественной войны? Следующий слайд, пожалуйста. Теперь второй зал, кроме того, что на полу вот эти надписи, он приспособлен для того, что имеется ряд и визуальных фальсификаций, и фактологических фальсификаций, которые создают иллюзию равенства и единства Советского Союза и нацистской Германии. Вот мы видим экспозицию. Вот здесь с правой стороны висит китель немецкий со свастикой. Вот здесь вот Гитлер идет в бункер. Здесь тоже Гитлера встречают. Здесь какой-то в гражданской одежде со свастикой за пулеметом занимается. И в этом же шкафу, вот, пожалуйста, раз, два, три, четыре героя Советского Союза стоят. Наши, кажется, красноармейцы, Блюхер, по-моему, да, это Блюхер, по-моему. То есть в одном шкафу разместили экспозицию истории нацистской Германии и Советского Союза. И человек, который экскурсию проходит быстро, вот он глянет сюда, вот в эту экспозицию. Ну, ё-моё, так они тут вместе все. Что советские войны, что фашистские войны. Какие могут быть вопросы? Следующий слайд, пожалуйста. Это была визуальная, как говорится, фальсификация такая, иллюзия. А теперь поговорим о фотографических фальсификациях. Наш под фотографии, где Молотов, Риббентроп, Сталин и там подписывали пакт Молотова-Риббентропа, под этой фотографией размещены две вот эти фотографии. Вот под этой фотографией написано: визит германских военных в советский танковый полк Брест 20 сентября 1939 года. Ну так вот, согласно документам, советские войска вошли в Брест 22 сентября в 14:00. А последний немецкий солдат был выведен через 2 часа. Это было, то есть это махровая фальсификация для создания иллюзии равенства и, как говорится, одинаковой виновности Советского Союза и нацистской Германии. В это же время, когда приехали на танкетке немецкие офицеры для ведения переговоров с русскими, советскими войсками, Камрик, который здесь был, видя такую нештатную ситуацию, он приказал своему, по-моему, начальнику штаба или комиссару, чтобы тот шел и звонил немедленно в Белорусский округ, Белорусский военный округ. И пока шли переговоры с Белорусским округом, Камбрик рассказывал немцам, прибывшим немцам, вот в Ленинском уголке, и рассказывал там о истории, ну, короче, занимал их различными разговорами. Но под фотографией написано: танкисты вермахта на территории советской воинской части, 1940 год. Еще одна махровая фальсификация. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь я вашему вниманию хочу представить, вот все люди военные, вот такую вот картинку. Мирная картинка, нигде ни пожаров нету, нигде нету ни крови, ничего нету. Стоит 45-ка, стоит офицер, там солдатик стоит возле 45-ки, что-то делает. И вот здесь мирно граждане уходят в лес. То есть вопрос, для чего? Я долго думал над этим вопросом. Для чего нужна вот эта вот диорама? Ну, которая ни о чем не говорит. Но потом, когда стал разбираться с этой диорамой, я понял всю глубину вот этой подлости, которая была. Значит, смотрите, вот видите, вот здесь стоит подсобное какое-то помещение. Вот здесь заборчик, который отгораживает двор от луга. То есть вот это вот, получается, пушка стоит на крестьянском дворе, на подворье крестьянском. По требованию наставлений, для оборудования позиции 45-ки нужно было поднять больше 40 кубометров земли. Она же стоит во дворе, то есть размер двора обычно делался такой, чтобы развернулась телега с лошадью. То есть, если посмотреть, то где-то здесь по логике должен стоять дом. И вот теперь возникает вопрос. Ребята, вот представьте, в 2020 году произошел госпереворот. И стоит вот такой вот БЧБшный вышиванки экскурсовод и рассказывает:
Ось, бачите, червоноармійці використовували селянські подворі, селянські побудови для того, щоб там розміщати свої гармати, маскировать. И тому не дело, что немцы стреляли по этим селам и хуторам, и они спалили. Тому кто виновен в сжигании деревень? Ну, конечно, русские. Какие немцы могут сжигать? Они же типа цивилизованные люди были. Это первый момент. Второй момент. Экипаж 45-ки, еще пару минут. Экипаж 45-ки 8 человек. Командир 45-ки, сержант, либо младший сержант. Здесь стоит лейтенант, это командир взвода. Вопрос. Оставление командиром орудия своей позиции, это уже, извиняюсь, дезертирство. И вот он смотрит. То есть, второе толкование вот этой экспозиции говорит о том, что поскольку красноармейцы не хотели выполнять преступных, якобы, сталинских приказов, они уходили сдаваться в плен. И вот мы видим, как командир взвода смотрит вдаль уходящим своим подчиненным, которые сдаются в плен. Это вот вторая трактовка, которая здесь подразумевает вот этой диаграммы. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь мы видим демонстрацию системной фальсификации, забыть Великую Отечественную войну как что-то далекое, не имеющее существенного значения. Вот когда идет начало войны, в зале начало войны представлено пограничником советским, столбом. Здесь сидит немецкий какой-то диверсант или там непонятно кто. Здесь размещена карта наступления стратегическая, то есть до Москвы немецких частей. И все. То есть, оказывается, не было ни карательных отрядов, не было фильтрации никаких этих самых городов, не было. То есть наступление было какое-то абстрактное, не было никаких преступлений, как зачищали тылы советской армии, то есть ничего нет. Вот это вот наглядная демонстрация той фальсификации, что надо забыть войну, как кошмарный сон, и не вспоминать ее. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это вот еще интересный момент. Оценка коллективного подвига защитника Брестской крепости. То есть вот это то, что снято, это половина шкафа. Здесь еще такая же половина. Это все, что написано о Брестской крепости. То есть там есть картина, которая занимает место, есть голограмма, противоположная стена полностью пустая. То есть там экран висит, но чисто для вида. И вот на всю защитнику Брестской крепости сделали один шкаф. Но самое интересное что? Вот 12 фотографий, из них, по-моему, 5 это те, кто был в плену. То есть любой вдумчивый посетитель скажет, ё-моё, с 12,5 это 40%, оказывается, было военнопленных. Ё-моё, какой же героизм был. Значит, в этом стенде нету ни количества защитников Брестской крепости, ни те подразделения, которые защищали, а защищали, к слову, там и 132-й батальон НКВД внутренних войск, был и погранотряд, а это не совсем не застава, погранотряд, НКВД тоже. То есть понятно, что они хотят показывать аббревиатуру НКВД. Но самое, вот такая пошлая, так сказать. Вот обратите внимание вот на эту фотографию. Вот. Я когда спрашивал, вот даже не даст соврать, женщина сидит, я говорю, а где то, что Брестской крепости присвоено звание крепость-герой? Вот женщина поискала, посмотрела, нету. Так вот оно. Висит книга, а книга в тени книжки, листик формата А4, неприглядники, желтого цвета, такой уже, знаете. И вот тут написан указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении. Ну что, рассказывать дальше или как? А можно вопрос? Да. Можно, да? Да. Извините, я не знаю, кто вы. Какую роль вы в нашем Отечестве занимаете как пропагандист важной для нас темы, которую мы сегодня обсуждаем. Но я так понял, что ваше выступление как бы обвиняет политическое руководство нашей державы. Нет. Оно утвердило концепцию, которую
который сформирован на экспозиции. Понимаете, утвердить концепцию. Каждый экспонат вами, наверное, имеет рацию в вашем понимании, Да. когда вы ее Да. я не скажу. Я высказываю свое личное мнение, исключительно. И второй мой вопрос. Да. Смотрите. Помните ли вы экспозицию бывшего музея вот здесь на площади? Да, отлично помню. Как вы считаете, был смысл вообще переноса Нет. туда? Не было. То есть тот музей, который был там, да, он был очень добротно сделан. Вот там была именно наша советская линия, в отличие от того, что вот здесь, если было больше времени, я бы мог еще раза два больше рассказать, но Александр, да. значит, спасибо вам за выступление. Материал сохраните. Мы будем проводить с министром культуры, договориться, Ему уже докладывали, чтобы полностью проводили все факты. безусловно. Я в 90-м году, когда Горбачев еще возглавлял государство, Германию, Илья Казанов приехал, мы делали экскурсию. Музей Козловского. И выходит из палатки два генерала. И он говорит, а кто это такие? И немцы шили себе генеральские формы, платили и ходили по Берлину. Ну вот это вообще хамство. То есть они победители были. Вот мы их закрыли, конечно, всего это. Что это было? Поэтому вы успокойтесь, мы проверим, что латушка негодяя, был негодяем. Будет. Все? Еще вопросы будут? Он не хотел даже гимн, когда торжественно говорили, исполнять. Мы его посылали далеко-далеко и делали посылку. Все, спасибо за внимание.